Батюшка, священник, черная ряса, большой крест, храм, молитва, исповедь, причастие. Такие ассоциации возникают за образом священнослужителя. Но ведь батюшка – это такой же человек, как и мы. И не всегда он носил рясу. Когда-то и он был, может быть, не всегда послушным маленьким ребенком, не всегда примерным школьником и студентом. А наш батюшка, настоятель храма святителя Иннокентия Московского, личность уникальная. Отец Анатолий пришел к Богу уже в довольно-таки осознанном взрослом возрасте, имея за плечами богатый жизненный опыт и погоны подполковника. В прошлом году настоятель храма святителя Иннокентия Московского, отец Анатолий в миру Анатолий Анатольевич Астафьев, отметил 50-летний юбилей. И почти треть своей жизни он провел в Ленске. В этом году, 16 октября, будет 15 лет, как он спустился с трапа самолета, прибыв на Ленскую землю. И, как говорит сам батюшка, сразу пустил здесь корни. Вся жизнь Анатолия Астафьева связана с Якутией. Сам он родился в столице республики, но предки его из Сибири. Есть среди них и рязанские казаки. Обо всем по порядку. Хорошие образованные люди в Рижском районе Рязанской области написали такую энциклопедию про свой район, про своих предков, знаменитых людей, которые вышли из их района. И здесь несколько моих предков тоже сюда попали в эту энциклопедию. У нас первый предок вообще прозвучал в летописных материалах времен Ивана Грозного. Он был рязанским казаком, в те времена еще казаки на Рязани жили, то есть окраинное государство при Иване Грозном было на Рязани, и вот там описывалось, как он поселился в местности, которая стала потом уже родовой деревней моего прадеда, прапрадеда там, и так далее. И у нас там из Рязани тоже есть один очень выдающийся человек, Михаил Яковищев. Получается, мой двоюродный дед, он был разведчиком. Разведчиком у него была такая очень интересная судьба, хоть кино снимай. В конце 30-х годов репрессировали, и часть семьи вот выслали в Омск. Как раз это семья по линии отца. И когда война началась, то Михаила призвали его, в СМЕРШ взяли работать, и специально готовили для внедрения в Абвер. Это была такая разведка Абвер немецкая, причем такая там были собраны такие интеллектуалы, элита разведки вообще немецкой. Его в концлагерь поместили, в концлагере начал играть роль предателя, согласился на сотрудничество с немцами, его взяли. Когда узнали, что он хорошо немецкий язык знает, его через некоторое время поместили в эту школу Абвера. Он некоторое время в этой школе, в общем, работал, как разведчик работал. Потом его разоблачили, но не расстреляли, отправили в Германию. По-видимому, с ним работали, как с нашим разведчиком, там тоже ценные сведения о методах работы у него пытались, выявить. Но его не расстреляли, поместили в концлагерь Маутхаузен. И последние несколько лет войны он находился в этом лагере. Это страшный был лагерь. После войны у него была тоже сложная судьба, потому что он официально числился пленным. И, естественно, ему все были каналы перекрыты везде, жизненные. И ему нельзя было разглашать то, что он был разведчиком. Я вообще коренной сибиряк. У нас фамилия наша известна в Сибири уже лет 400. Когда-то давно, в начале 17 века, казачий атаман Ермак Астафьев основал город Канск. Какие там территории открыл, до этого неизведанные. Но с тех пор наша фамилия в Сибири, в общем-то, прижилась. И как раз у меня предки из-под Канска. То есть мы в Сибири очень давно живем. Дедушка с бабушкой переехали в Якутию в начале 30-х годов, после коллективизации. Они были такие достаточно зажиточные люди. Как зажиточные. Они сами сколотили хозяйство. Бабушка с дедушкой сыграли свадьбу и вот таким трудом, довольно интенсивным, тяжелым, заработали на хороший дом. Все 5 стенок у них были. Лошади, коровы были. То есть достаточно зажиточные были они. И когда коллективизация началась, то дедушка, прекрасно понимая, в общем, чем это может все закончиться для него, распродал свое имущество и уехал из деревни, дабы не попасть под репрессивные методы. Репрессивные, в общем, какие-то санкции. Поначалу уехали они в Канск, в Канске жили небольшое время. Этот маховик репрессий потихоньку нарастал же, и они с Канска переехали в Иркутскую область, там полупрятались, что ли, можно сказать. Там много тогда было таких бродячих крестьянских семей. А потом дедушка спустился по лени вниз
до Якутска. Ну и в Якутске остался работать. И так вот с начала 30-х годов у нас семья живет в Якутске. В Якутии, собственно. Ну, вообще Красноярский край и Якутия, они по своей такой природной географической структуре похожи между собой. Едисей на Лену очень похож. Поэтому здесь как-то все быстро все прижились. Мама родилась у меня в городе Якутске. Папа приехал на работу из Омска. Там они в Якутске встретились, поженились, и в результате я родился. Ну, вот. Жил я в городе Якутске в таком районе, наверное, это один из самых таких криминальных и бандитских районов был в советские времена. Это 17-й квартал города Якутска. Те, кто в это время жил, помнят, что это за район был. Там была большая спецкомендатура, и, соответственно, оседало очень много криминальных элементов в этом районе. Ну и, соответственно, из этого все вытекало. Там пьянки, поножовщины, воровство, там все остальное. Родители у отца Анатолия рано развелись, глава семейства ушел в другую семью и покинул Якутию, мама осталась одна воспитывать двух детей. Она была инженером-строителем и с детства приучила сына и дочь к книгам. Отец Анатолий читал, как говорили в те времена, запойно и считает, что именно книги вытащили его из неблагополучной среды, которая его окружала. Любовь к чтению осталась на всю жизнь. У отца Анатолия и сегодня дома большая библиотека, но со сверстниками все же общался. И улица тоже была в его детстве. Были детьми довольно самостоятельными. Родители уходили рано на работу у нас всех. Мы сколачивались в компании. Но это как-то вот проводили время. Телевизора не было, гаджетов не было. Мы находили все другие интересы. Что-то мастерили, что-то строили, что-то стругали. Очень любили рыбачить, ходить. Сами плели корчаги из алюминиевой проволоки. Ну, в принципе, детство такое было. Детство босоты обычно советское, но я с большим удовольствием это детство вспоминаю. Для меня, людей, как бы моего социального достатка, это там зимой валенки носили, стеганка была, шапка в лучшем случае зайчик крашеная. Вот мы не богато жили, то есть какие-то вещи такие покупать дорогостоящие мы себе не могли, потому что мама была зарплата инженера, на эту зарплату мы втроем жили, конечно, небольшая зарплата была. И хотя излишеств не было ни в чем, ни в одежде, ни в еде, свое детство батюшка вспоминает с теплотой. К примеру, конфеты шоколадные ели только в новогодние праздники. Это сегодня полки магазинов полны разнообразными продуктами, а тогда молоко привозили всего 3 раза в неделю, но зато оно было настоящим. Я брал бетончик, у нас был пластмассовый бетончик и металлический бетончик 3-литровый. Я с ними шел за молоком, деньги там еще болтались всегда в этом бетончике. И когда я возвращался, мама это молоко кипятила, потому что оно было настоящее, оно скисло бы. Веселая советская юность с песнями под гитару, осенней отправкой на картошку, туристическими походами не обошла стороной и отца Анатолия. Я вообще не помню, что тут у нас матерился в те времена. Это было как не принято, даже уголовники не матерились, или так люди такие социально безответственные, и то не матерились при женщинах или детях. Вот. Как-то у меня такие светлые воспоминания обо всем этом. Я активно участвовал в разных походах, в том числе вот эти знаменитые походы, которые общество «Динамо» устраивало в конце 80-х годов по поискам самолетов, которые погибли под Ленд-Лизу. Тогда была команда сотрудников МВД, милиционеров. И вот мы, 2 школьника, каким-то вообще чудом попали в эту команду. Я помню свой самый первый поход, который мы ходили в районе деревни Алахиюнь. Тоже вот искали самолеты вот эти вот упавшие. Я помню, когда в первый раз я вышел на маршрут, у меня был рюкзак, там 30 с чем-то килограмм, я уже не помню, 30 с чем-то килограмм. Я сам весил, наверное, килограмм 55 в те времена. Я помню первые несколько километров с этим рюкзаком, до сих пор помню. Я себе дал честное слово, что никогда в лес ходить не буду, что никогда не буду заниматься походами, там, экспедиционной деятельностью. И я мечтал быстрее добраться до дома и больше сюда не возвращаться. Но до сих пор батюшка не может окончательно вернуться домой. Историко-краеведческие экспедиции для школьников под его руководством известны не только в Ленском районе, в Якутии, но и за ее пределами. Те, кто хоть раз оказались в его компании, стремятся снова отправиться с ним в далекие или близкие плавания. Самый крупный проект – храмы Приления. Вместе с командой отец Анатолий сплавился по всем существующим и давно канувшим в лету населенным пунктам Лены, от ее истоков до Тикси. Только около 150 сел и городов охватили участники экспедиции в своих научно-практических работах, а посетили гораздо больше. Вот уже 11 лет отец Анатолий вместе с детьми занимается исследовательской деятельностью. Когда мы закончили самый длинный, самый сложный технический
свой участок. Это мы проплыли от Якутска до Тикси 1700 километров, представляете? Вот. Когда мы закончили экспедицию, у меня такое грустное чувство меня тронуло. Знаете, как бывает, когда хорошую книжку прочел, она закончилась, к сожалению. Тебе хочется еще читать и читать эту книжку. Мы такие артефакты интересные находили. Мы нашли печать Верхоленской церкви. Мы нашли очень старинные лампады медные. Там, ну, многие вещи мы находили. Самая интересная находка, знаете, какая была? Деревня Поворотная есть под Киринском. Мы ее исследовали, то есть делали такой подворный обход и разговаривали с жителями. И мы с ними разговорились, и они берут и выносят у себя из сарая две большие иконы из Киринского разрушенного храма, которого сейчас уже на тот момент не было. Две большие храмовые иконы. Именно это не домашние были иконы, именно храмовые, потому что они были метр с лишним высотой, такие вот широкие. И батюшка местный из Киринска, который с нами там был, он когда это все увидел, он заплакал даже. Практически в каждой деревне был какой-то человек, который интересуется историей собственной деревни, собственного села, собственного города. Там везде были краеведы. Местами просто самородки какие-то находились. Очень такие талантливые, интересные люди, которые что-то писали, собирали, записывали, какие-то книжки издают, буклетики сами пишут. Понимаете, в деревнях сидят. Че умницы вообще. У нас народ все-таки изобилует талантами. Вот, изобилует талантами. В деревне Верхнеоленская мы встретили писателя. Представляете, старый домик. Выходит из домика дед седой, в майке, вот такой, знаете, а-ля СССР. И такие трико с вытянутыми коленками, в тапочках, весь прокуренный такой, с папироской. И давай нам читать свои стихи. Потрясающие стихи совершенно. А в этом году мы вот ходили в экспедицию, посвященную 400-летию поселка Витим. Мы от Витима дошли до деревни Патом, это в Иркутской области, знаете. То есть мы дошли до Алекминского района, там по Патам поднимались и собирали сведения о храмах, которые находились вот как раз вот здесь, в этой территории. Нашли информацию о двух храмах, которые мы нигде в литературе до этого не находили, не встречали. Когда в Витим-то приплыли, вышли на берег, там скамеечки, сели. Костя говорит, пошли, уже вечер, говорит, там нам ужин приготовили, кушать будем. Я говорю, Костя, давай, говорю, посидим еще в тишине, говорю, сейчас там придем, там дети шумят, а мы ехали, там сколько часов мотор, это шумит, голова болит. Да, просто на речке посидим, просто подышим, поговорим. И вот мы так посидели минут 20, сидели, вдруг подходит к нам двое мужчин, и начинают расспрашивать нас, им интересно, там, судно, там, флаг РГО, там, и так далее, что, откуда, там, и так далее. Мы начали им рассказывать. Ой, говорит, вы, говорит, храмами занимаетесь, а мы, говорит, вот из деревни. И начинают нам рассказывать про деревню, которую мы в свое время исследовали, и не нашли там никаких сведений о храме вообще. Вот да, у нас, говорит, был храм, начал рассказывать, нарисовал, где это был храм, рассказал его историю. Этот мужчина чуть ли там не единственный житель этой иркутской деревни, который в Витиме сейчас живет. И он в этот момент, представляете, нас встретил. Вот так мы с ним пересеклись. Вот. И точно такая же история у нас произошла в Чапаево. Мы только туда приплыли, и там проезжала машина мимо. Я попросил их отвезти в поселок меня до администрации. И, представляете, оказались эти ребята детьми одного из последних жителей деревни Жидай, которая была под Чапаево. Там был храм. У нас тоже сведений никаких про него не было, значит, про этот храм. Словно кто-то специально приводит нужных людей. Экспедиции покорили сердца всех ее участников. С этой экспедиции запоминающийся момент, когда мы поднимались до Большого Патома по этой, практически горной речке. Это было невероятно красиво, невероятно захватывающе. И когда мы приплыли, Большой Патом, он же относится к Иркутской области. И вот это интересно было, то, что я как бы одной ногой дома. Это очень интересно. Мне завораживают постоянно красоты Якутии. Всегда уже, получается, мы прошли, если все посчитать, от Витима до Тикси, и красоты Лены поражают. Первые 3 дня было очень сложно. А вот в последние дни, где-то 3 дня до того, как мы уезжаем, мы начали все плакать, потому что нам уже не нужен был ни интернет, ни друзья. Вот весь наш круг, нам хватало только общения. Друзья, вот это все с похода, я сейчас с ними общаюсь. Мы эти моменты все вспоминаем, фотографии бывает смотрим. Еще хотим все вместе поехать. Кстати, такая, на самом деле, для нас, для педагогов, это самая, наверное, высокая награда, когда дети в конце похода плачут.
Я помню, у нас даже с этого похода мы выезжали, девочки прям плакали, говорят: батюшка, давайте вернемся еще на 3 дня, что-нибудь придумаем, еще 3 дня поживем там. Большая часть родителей на самом деле не представляет той жизни, которой живут их дети. Мы живем в одних квартирах, в одних домах, но мы живем совершенно разными жизнями с детьми. То есть мы живем своей жизнью, дети живут своей жизнью, и в той их жизни сейчас не все в порядке, не все хорошо. То пространство, в котором находятся наши дети, это, можно сказать, параллельный мир для нас, для взрослых, частенько хозяйничают силы, которые меня просто пугают. И когда мы едем в экспедицию, то дети невольно с нами раскрываются так, как они не раскрываются ни на каких уроках, ни в каком общении, просто даже с родителями так не раскрываются, как с нами. Потому что они погружаются вроде в свою среду, а в этой среде мы растворенные взрослые. Но вернемся в годы юности, где батюшка еще не был батюшкой и не носил рясы. Я поступил в Якутский госуниверситет на исторический факультет. У нас был замечательный курс, его 89, замечательные преподаватели. Я с большим теплом вспоминаю вообще, как это все происходило. Я еще застал наши корифеи исторической науки Якутии: Башарина, Алексеев, Гоголев, Самсонова, Иванова, Алексеева, Петров и очень-очень многие вот эти вот известные такие, Кочмарь, я у него практику проходил, это известный наш археолог, Якутия, Мачанов, Федосеева. То есть все эти люди, которые известны любому историку в Якутии, да, и некоторые из них с мировыми именами, вот эти люди были моими преподавателями. Уже к концу учебы я встретил свою единственную неповторимую любовь, свою жену встретил, мы с ней поженились в 92 году. Я перевелся, последний курс я заканчивал на заочном уже, на заочной форме обучения. И уже закончил отдельно от своих ребят, своих однокурсников, но тем не менее, как бы, я все равно ИО 89. Ну, вот с тех пор вот мы с женой так и живем. Ну, а дальше там жизнь очень сложно так складывалась. Но мы были молоды, это была как раз перестройка была страшная, все падало, все ломалось, все нищало. Но у нас тоже не осталось каких-то горестных, трагических воспоминаний перестройки, потому что мы были молоды, мы любили друг друга. В 90-е годы они так повернули, что в аспирантуру, конечно, идти было просто семью обрекать опять на, в общем-то, голодное существование, потому что, представляете, начало 90-х годов, жена студентка, я студент, сын родился, и мы в прямом смысле с хлеба на воду перебивались, нас кормили родители, там, привезут, что мы съедим с удовольствием, не привезут, мы там сидим, выкраиваем. Вот. И я пошел тогда работать в налоговую полицию, вот только формировали налоговую полицию оперативником. Сначала я работал в отделе по борьбе с коррупцией, управление налоговой полиции по республике Саха-Якутия. Хорошо вот знал таких людей, известных в Якутии: Василия Степановича Анастатова, вот, Петра Александровича Калинина, вот, ну и других руководителей. После этого я работал в наркоконтроле несколько лет. Вот. Ну, вот такая довольно интересная, необычная работа. Она, конечно, очень сказалась и на характере. Я на какое-то время перестал вообще читать, потому что читать было некогда. Несмотря на то, что у меня была хорошая карьера, я уволился, ушел в отставку на пенсию. Я был тогда подполковником, заместителем начальника оперативной службы Госнаркоконтроля Республики. Ушел на пенсию и вот... Решение поменять погоны подполковника милиции и должность заместителя начальника оперативной службы Госнаркоконтроля Республики Саха-Якутия на алтарь и рясу было взвешенным, осознанным. Но новая, совсем иная жизнь все же пугала своей неизвестностью. Я даже испугался такого поворота жесткого, что я всю жизнь вот погоны носил, вдруг раз в храм иду. Как-то для меня это было таким действительно таким резким виражом. Вот. И я так задумался, что делать, как вообще решение принять. Взял отпуск зимой и поехал я в монастырь, в Оптину пустынь. Я пожил свой отпуск в монастыре, в этом монастыре, но окончательно решил уже тогда. Ну и, естественно, я там, последней точкой у меня в принятии решения это был разговор с отцом Ильей, архимандритом, он сейчас довольно известный. Он сейчас старенький, конечно, совсем уже, довольно известный священник у нас в России, отец Илий Ноздрин. Вот. И он меня благословил как раз вот на священство. Вот. Я приехал с рапортом на увольнение
И когда я с этим рапортом ходил по управлению, меня спрашивали, все удивились, конечно, и спрашивали, а почему я ухожу и куда я ухожу. Я всем говорил, что я ухожу в банк начальником службы безопасности. Ну, а так довольно такая распространенная, в общем, такая карьера у многих сотрудников. Фильм, помните, «Старики-разбойники», когда Евстигнеева на пенсию провожали, всем там подарки вручали, он потом побежал. Я не знал, что вы меня так любите, да? Я передумал ходить на пенсию. Вот. У меня тоже было такое очень теплое чувство. Я так вообще о своих коллегах вспоминаю с большим уважением и любовью. Начало церковной жизни были связаны с такими замечательными архиереями, которые здесь служили. Это с Владиславой Германом Аралиным, архиепископом якутским и ленским. Я при нем начинал ходить в храм как мирянин. С ним общался, конечно, очень мало, но я уже совсем плотно погрузился в церковную жизнь при владыке Зосиме. Епископ Зосима Давыдов. Ну, это чудный человек вообще. На самом деле, я не знаю, его канонизируют когда-нибудь или нет, но для тех, кто его знал, в принципе, это и не нужно. Этот человек был, на самом деле, малоцерковный. То есть я только начал ходить в алтарь, еще читал по-славянски плохо. Естественно, там как-то вот саму внутреннюю церковную жизнь плохо знал. Потому что есть у нас священники, которые, допустим, с детства вырастают в церкви. Там мама в церковь ходит или папа священник. Там, то есть они все впитывают. То есть они в эту культуру погружены. Для меня это все, я со стороны пришел в церковь. У меня мама была человек далекий от веры. То есть она там, конечно, не была атеисткой, на Пасху ключи стряпала, вот, но все равно она как бы очень удивилась, когда я оставил работу хорошую, престижную, пошел служить. Она говорит, Толя, говорит, ты зачем, говорит, так в веру ударился? Говорит, ну верь, пожалуйста, а зачем так ударяться-то? Я говорю, мама, ну я же не головой ударился, а об косяк ударился, почему было такое вот сравнение, почему-то ударился. Вот, и так сложно было мне, и меня владыка Зосима довольно быстро рукоположил. Я недолго был алтарником, еще меньше был диаконом, всего лишь 50 дней был диаконом, и меня рукоположили во священники. Естественно, я, знаете, это были такие, как в 41-42 году, краткие курсы, значит, командирские, там были несколько месяцев, и тебя раз на фронт. Вот со мной было нечто подобное. Я, естественно, какую-то практику проходил в Якутске, поначалу меня должны были отправить на постоянное жительство в Хандугу. Но волей судьбы его закинуло в Ленск. И вот уже 15 лет отец Анатолий, настоятель храма святителя Иннокентия Московского. При нем был построен храм Успения Пресвятой Богородицы в Нюе и открыт приход. Также он стал инициатором переноса церкви Николая Чудотворца с территории бывшей колонии особого режима в микрорайон Алроса. Нашел предприятия и людей, которые помогли это сделать. За период его деятельности открыто несколько часовен в районе. И ты услышишь и нас на небеси горе, и сотворишь и милостив будешь и, сохрани храм сей, даже до скончания века непоколебимо, и еже в нем жертвенник святых покажи, силой и действиями Святаго Духа, и прослави Его, паче еже по закону чистилища. Мы когда краеведением занимались вот проектом храма Приления, мы обратили внимание на то, что жители ленских населенных пунктов, приленских населенных пунктов, деревень, городов очень легко переезжают с места на место на лени и очень быстро встраиваются в жизнь другого населенного пункта. Такое ощущение, что они в одном городе переехали с улицы на улицу. В общем, как-то очень легко адаптируются. По-видимому, в нас есть что-то у всех родное. Те, кто на Лене родился, вдоль Лены живет. И, знаете, у меня на генном уровне что-то проснулось. И когда в Ленск приехал, у меня город сразу стал каким-то родным, очень родным. Я не только природу полюбил, но вообще весь, знаете, вот все эти мелочи, всю ткань этой жизни, которая с Ленском так или иначе связана. Несмотря на какие-то недостатки, которые есть и в Ленске, как в любом городе, да, как в любом месте. Вот, я Ленск очень полюбил. И у меня даже такой вот, кто был, не знаю, знак свыше, что ли. Я только приехал сюда в Ленск, прилетел 16 октября после Покрова. Здесь уже снег лежал в Ленске. Ну, я к этому привычный был, я же сам с Якутска. И буквально через 2 дня в Ленск привезли из Киева икону «Призрак смирения». Это самая знаменитая икона Божьей Матери, которая в начале 90-х годов отпечаталась на стекле. Помните, наверное, эту историю? И вот эту икону возили, подлинник самой этой иконы, не список, возили по городам России. И вот буквально на второй день моего приезда мне привезли эту икону в Ленск. А здесь уже на момент моего прихода потрудились очень хорошие, замечательные, чудные священники. Отец Сергий Никитченко, который здесь вообще создавал приход, строил этот храм. Отец Иннокентий Ташкинов, которого до сих пор многие прихожане любят, помнят.
Я как раз начал здесь служить в блаженные времена вообще для нашей церкви, потому что 90-е годы, начало 2000-х годов, это был период как вот такого подъема и очень близкого соработничества общества и церкви совместного. Сейчас как-то времена меняется, появляется больше негатива в отношении церкви, чем какого-то интереса, любопытства, какое-то желание помочь. Печально, конечно, это печально, но вот я застал те времена, когда помогали просто по первой просьбе храму. Но достаточно было позвонить любому руководителю, те сразу за честь считали. Но вот почему пришел к вере сам отец Анатолий, что его привело в церковь, на этот вопрос он не может ответить до сих пор даже самому себе. Но об этом, о его службе в Ленском храме, о семье и мирских увлечениях мы расскажем во второй части передачи о батюшке. В чем смысл жизни? Что останется на земле после нас? Рано или поздно такими вопросами задается каждый человек. И руководствуясь мировоззренческими взглядами, принципами, определенными устоями, каждый житель планеты Земля выбирает для себя миссию. Так выбрал миссию для себя, став священником, и Анатолий Астафьев, настоятель храма святителя Иннокентия Московского, о котором пойдет речь во второй части нашей передачи. Вы знаете, вообще на самом деле это для меня большая тайна. Большая тайна, почему один человек без храма жить не может, а другой человек как-то мимо ходит. И здесь дело связано не с образованием, не с какими даже взглядами человеческими. Здесь какая-то на самом деле тайна. И вообще, вот, на мой взгляд, религиозность — это такой дар у человека, и как слух хороший. Есть люди, которые особо чутко Бога чувствуют. И эти люди как раз вот они в церковь в первую очередь приходят. Их никогда не было в обществе очень много, религиозных людей, никогда. Но религиозные люди всегда тон задавали. То есть они могли приводить всю основную массу народа к тому, чтобы мы с вами нравственно жили. Чтобы мы не ели друг друга, чтобы мы не предавали друг друга, чтобы мы не убивали друг друга, чтобы мы не грабили друг друга. И вот как раз вот, может быть, такое чувство религиозное во мне и проснулось. Знаете, это было вообще очень странно. У нас знакомые попросили меня быть крестным у своей дочери, наши близкие друзья. А я на тот момент вообще был не крещеный. Я крестился вообще в 29 лет. Представляете, уже взрослым дяденькой был. И попросили меня стать крестным папой. А я не крещеный. Ну, естественно, я человек такой ответственный. Пошел узнавать, как это делается. Мне сказали, что нужно сначала пройти гласительные беседы. Ну, все, я понял. И вот я походил на гласительные беседы в Никольский храм. Я особо не помню, о чем там говорили, но как-то отнесся вообще ко всему там серьезно. Потом мы ребенка-то его покрестили. Вот, и я с тех пор как-то начал, прочитал книжки, которые мне сказали прочитать. Я начал в храм заходить все чаще и чаще. Но на самом деле вот эта потребность в какой-то поиске религиозной истины, она была у меня в 29 лет уже как бы реализовывалась, а на самом деле проявилась это гораздо раньше. И вот мы в Ленск когда переезжали, я библиотеку свою разбирал, у меня довольно много оказалось журналов, еще советских журналов, «Вопросы атеизма». Был такой наш журнал «Вопросы атеизма». Он в такой в хорошем виде издавался, бумага хорошая была, цветные иллюстрации. И я удивлялся, зачем вот парню 16-17 лет, я про себя, нужен был такой журнал. Что там в нем было интересно. А потом я листал и понял. Там это единственная была периодическая печать, в которой можно было про Бога прочитать что-то легально. Тогда же нельзя было Библию купить или Евангелие, как сейчас. Библия — это вообще полукриминальная книга была в те времена. В этом журнале там целые отрывки Библии печатались. Якобы с критикой, но там какие-то хитрые люди просто такой очень много церковной информации давали. Я с самых ранних лет задумался о вопросе, в чем смысл моей жизни. Я сам себе задавал этот вопрос, и как-то четко и ясно понял, что придет время, я умру, меня не будет. И пройдет 30-50 лет, и меня даже никто не вспомнит здесь на земле.
И, естественно, пошли, наверное, в голове рождаться те мысли, которые рождались, может быть, у Герострата, может быть, там у каких-то других людей, связано, какой смысл в моей жизни, что что-то достичь великое или что-то сотрясти, чтобы о тебе осталась память в истории, а потом какой смысл в этой памяти, если ты об этом все равно не узнаешь, тебя здесь не будет на земле. Университет мне помог вообще, вот эта любовь к чтению. Я Коран к тому времени прочел. Ну, естественно, масса там какой-то оккультной, ведической какой-то литературы, которая была в начале 90-х годов в огромном количестве издавалась. Ну, в голове была такая достаточно сильная мешанина. Но вот эта вот красота Евангелия, она, конечно, к себе притягивала. Потому что человек, который на самом деле прочел Евангелие и прочувствовал его, этот человек, он просто из христианства уйти в принципе не может. Литература много интересна, в том числе религиозной, но ты просто нигде Христа не найдешь. Даже личность, которая стоит особняком, вообще особняком среди всех вообще людей, которые за всю историю существовали, среди всех пророков, среди всех основателей религий мировых, эта личность стоит особняком. Супруга к его решению отнеслась спокойно, а иначе и быть не может, считает она. Сама матушка к вере пришла раньше, чем отец Анатолий. В храм начали ходить вместе. Там. Более того, я крещена раньше, чем батюшка. Меня крестили в 14 лет в Ивановской области, в очень красивом старинном Только не гордись храме этим, не говори, что раньше. города Кишма. Дай хоть чем-то погордиться. А батюшка крестился у нас лет в 30, да, наверное? 29. 29 лет, году. да, крестился. Ну и вот как-то покрестился, потом какое-то время... Ну, видите, батюшка такой человек, он вообще не может делать что-либо просто так, вот на отвяжись. То есть если он дал там обещание, обет, то он должен это выполнить и со всей ответственностью подойти к этому вопросу. Служба в органах, она определенный отпечаток дает, и там своеобразный круг людей там, и так далее. То есть не все понимают, не все принимают, даже более того, где-то кто-то, может быть, как-то иронически к этому относится, что там, ну вот, что за вера, там, ты же офицер, серьезный человек, что-то там придумал себе. Ну и вот он понял, что вообще он не может, ему нужно служить Богу, он для этого родился, для этого создан. Ну и поэтому он как-то ко мне, ну, просто как-то сам решил поговорить, говорит, слушай, ну давай, я не могу больше, я хочу пойти служить в храм Богу. Институт семьи в православной среде – это одна из наиважнейших ценностей. Конечно, для супругов Астафьевых семья и семейные ценности в приоритете. Ну, конечно, в семейной жизни, мне кажется, самое главное – это уметь уступать. Уметь уступать и уметь прощать. Если ты умеешь, то, наверное, можно 30 лет прожить. Мы сейчас вот назад оглядываемся, у нас было очень много друзей нашего возраста, которые поженились молодыми. Ну и крайне мало вообще людей дожили вот до сегодняшнего дня. Сохранили семью, да, чтобы многие развелись. В этом году будет 30 лет, как мы познакомились. Да, уже 30 лет. Огромный срок. Ну да, на будущий год будет 30 лет совместной жизни в июле, официальной совместной жизни. Вот. Вообще познакомились, я все время говорю, что, не то что даже говорю, я это чувствую, и с каждым годом я прям понимаю, что действительно, и прям мне даже как-то страшно становится, что Господь вот так прям показывал явно. То есть, ну это не случайность. Я никогда не ездила на такси, потому что что-то такой снегопад был, эти автобусы еле ходят. Гололед был. Гололед. И мы решили с подружкой, она тоже в ту сторону ехала. Ну ладно, давай на двоих там поймаем такси. Стоим, ловим. Но, естественно, никто не останавливается, потому что, ну, гололед, прям такой пушистый снег, никому лишний раз останавливаться не хочется. И смотрим совершенно в противоположную сторону, едет машина, Нива. Ну, какие-то мальчишки там в окна улыбаются, окна там полузамерзшие, что-то там помахали, ну, помахали, езжайте. Смотрим эту Ниву где-то, наверное, метров через там 150-200, как-то так заносит, она так разворачивается и едет в нашу сторону. Но я сначала подумала, наверное, как-то случайно, что и развернулась, что-то как будто бы ее занесло немножко. Ну вот, останавливается там. Вам куда? Мы там, ну вот туда. Ну, садитесь. Была Нива, а наш, понимаете, только с одной дверью впереди. Я, значит, смотрю, там сзади сидит такой симпатичный, худенький, такой стройненький, беленький парнишечка. Я, значит, хлоп, был худенький. Села, очень худенький был. Села, оказалось, села на его шапку. Шапка такая формовка, знаете. 30 лет эту шапку обсуждаем. Тебе формовка у меня была новенькая, значит, ну, моднючая тогда была шапка. Из крашеной внутри такая была. Вот, и это красивая такая, высокая.
Вот, она, конечно, пропала безвозвратно, потому что она помятая, я сколько не управлял ее, это же было бесполезно. В университете исторический факультет и юридический, это в основном мальчики были. И поставщиком невест у нас был финансовый техник, там практически одни девчонки учились. Они рядышком стояли, расстояние небольшое между ними было. И там у нас очень многие переженились на девчонках с финансового техникума. И Валера увидел, значит, засмущался и раз и ко мне в ЕГУ заехал. А тогда что-то в телефонах не было, представляете, значит, лабораторный корпус ЕГУ, там сколько там, 7 этажей, там сотни студентов учатся, вообще там такая каша, муравейник. И сотовых не было, он, как меня найти, да, он заходит только в фойе, а я по какой-то нужде, я уже не помню, то ли я пошел за ручку покупать, то ли тетрадку, то ли бутерброд какой-то, зачем-то вниз спустился, и раз его случайно совершенно встретил. Он говорит, я тебя хотел найти, я говорю, где бы ты меня нашел здесь? Этот? Он говорит, слушай, поехали, говорит. Я говорю, что ты? Говорит, да там, говорит, такие симпатичные девчонки, говорит, стоят, говорит, познакомимся. Я говорю, ну, поехали. У супругов Астафьевых 3 детей – Кирилл, София и Серафим. Старший сын уже живет самостоятельно в Новосибирске. У него своя семья и дочь. Батюшка с матушкой уже дедушка и бабушка. Вот у нас была смешная здесь ситуация, когда у нас дети собрались рожать ребенка, то у нас в семье возник спор прямо аж до ссор. Я хотел, чтобы сына, то есть сына, ну то есть мой сына назвал, внука моего назвал Иваном. Мне очень хотелось и Ивана иметь в семье. Вот, а супруга Федор хотела назвать внука. И мы долго спорили по этому поводу. Я даже ей угрожал, говорю, если Федор назовете, я в монастырь говорю, если Иваном не Все время мне монастырем угрожает. Ага, и в конце... Родилась Наденька. Родилась Наденька, да, которая нас примирила, мы не стали ссориться, в общем. Но каково это – родиться в семье священника, особенно современным детям, зачастую далеким от веры и всего, что с ней связано? Кто, как не дочь, может ответить на этот вопрос? Я очень рада, что я в семье родилась священника, что у меня мама такая замечательная, папа замечательный. Они очень мудрые, всегда могут помочь в трудную минуту. С папой мы, бывает, утром даже встаем, вместе молимся. Ну, вся семья, бывает, встает, молится. Люблю с папой и с мамой всех кушать вместе за столом. Очень люблю папу за то, что он у меня такой хороший, умный, добрый, щедрый. щедрый. Да, папа ничего не жалеет для дочери. Я очень рада, что он познакомился с мамой, с такой красивой, умной, замечательной. Она умеет водить лодку, не очень лодку-то мало. Ну, лодку еще мало, да. Она умеет с ружья стрелять, то есть она может зарядить ружье и выстрелить из ружья даже. Вот, она спиннинг знает. Вот, а я потом, у меня такая боевая девочка. Она, кстати, в этом году съездила со мной в экспедицию. Она уже подросла в первый раз в жизни, вот я ее взял в экспедицию. Не первый, второй. Младший сын Серафим учится в Чернышевском кадетском училище. Он вырос настоящим помощником родителям. Вместе с отцом Серафим любит ездить на рыбалку. Я надеюсь, что вот там надо будет дальше учиться и приобретать каких-то вот таких мужских черт, защитника Отечества. Вот он ходит у нас в клуб в Витязи, занимается фланкировкой, шашками. Вот, любит рыбалку, охоту, в тайгу ездит, спокойно переносит все тяготы таежной жизни, и причем в тайге может находиться долго. И 2, и 3 недели, и на месяц он ездил. Да. Ну, такой маленький мужичок, он умеет все. Дров нарубить, камин затопить, печку растопить там. Угу. Есть в арсенале воспоминаний у батюшки и история с рыбалки с сыном. Поехали с сыном рыбачить. Ну, с друзьями я взял сына с собой. Рыбачили мы на щук, и как-то мы с ним вечером сели в лодку и поплыли. И начали спиннинговать. И как у нас не очень хорошо получалось на спиннинг. Ну, поймали немного рыбы, но как бы меньше, чем обычно. И вдруг мы ловим небольшой такой щуренка. Я его вытаскиваю, небольшой щуренок. А Серафим, он как-то уже немножко понимает, и видит, что щуренок блесну не заглотил, а губой только зацепился, то есть можно безболезненно вытащить и его отпустить. Потому что маленький, да, зачем нужен. В общем, он освобождает этого щуренка от блесны, берет вот так и говорит ему: я тебя сейчас отпущу, а ты плыви, позови маму и папу. А я еще добавляю, вот кисер, говорю, и бабушку с дедушкой. Он так мне посмотрел, и бабушку с дедушкой. Ага. Я говорю, Серафим, ну сейчас надо ее поцеловать, иначе не сбудется желание. Ты же сказки-то читал. Вот папу точно надо.
Я говорю, да-да. Он берет это, целует этого щенка, сплевывает и отпускает. Ну, мы посмеялись вообще от всей этой сцены, ситуации, так все это весело было. Серафим тоже сам так как-то легко и весело все это воспринял, поцелуй со щукой. Вот. И мы пока разговаривали, я там меня блеснул у себя на спиннинге. Или блеснул, или поводок, я уже не помню. Меня, и представляете, первый же закид после этого, я кидаю, у меня раз, и ловится. И мы давай вытаскивать, и вытащили щучку, очень хорошую щучку. Конечно, в семье священника не может не быть традиций. Мы очень любим собирать близких друзей на Рождество. Это уже мы делаем много-много лет. Еще даже когда были в Якутске жили, еще когда папа наш работал в органах, мы собирали там друзей. Мы вообще любим собирать гостей. Как-то у нас это повелось с самой молодости. Не было ни одной субботы, чтобы к нам не пришли друзья. Все с ребятишками, ребятишки почти все возраста, там Кирилла в свое время еще. Семья священника очень гостеприимна. Кто только не бывал в гостях у батюшки с матушкой. Среди друзей отца Анатолия много артистов театра и кино. Его дом посетили даже такие актеры, как Ирина Алферова и Марина Яковлева. Здесь, конечно, нет возможности именно вот как бы друзей так много принимать, но все равно у нас все время в доме, особенно когда мы жили при храме, у нас было очень много народу все время. Однажды за лето у нас в доме жило 27 человек, да? Это проживало. Это кто ночевал? Вот не в гостях были, кто 3 ночевал? месяца кто харчевал, ночевал. Вот. У нас почти всегда в доме большой стол, везде, где мы жили. Мы стараемся кушать все вместе. То есть у нас такого нет, что ты сам побежи поел, и все остальные отдельно от тебя. То есть мы садимся за стол, разговариваем, обсуждаем какие-то дела. Мне эта традиция очень нравится. У нас в доме раньше такого не было, где я, в смысле, рос, когда я рос. А сейчас у нас есть такая традиция, очень хорошая традиция. Вот. У нас есть традиция, мы обязательно выезжаем на природу 7 апреля, на Благовещение, у нас это день рождения сына. И это всегда попадает практически всегда на Великий пост, но в этот день пост всегда ослабляется, рыбу может там, и так далее. Вот у нас появилась новая традиция, недавно мы на Благовещение печем кулебяку. Любим путешествовать, и когда ездим в путешествие, мы обязательно посещаем интересные места. Всякие монастыри, музеи, всякие разные там выставки, панорамы, диорамы. И везде таскаем детей с самого детства. А коллекция артефактов у батюшки богатая. Благодаря батюшке на экскурсию об удивительных экспонатах мы можем отправиться не в музей. Не случайно за моей спиной вы видите храм. Да, отец Анатолий у нас еще и завидный коллекционер. И в его коллекции все артефакты так или иначе имеют отношение к христианской вере и к церкви. Священник собрал большое количество старинных дореволюционных икон, которые хранят на себе отпечаток советского периода российской истории. Началось все с того, что мне в руки попала вот эта вот икона Спасителя. Она сама по себе не имеет какой-то такой коллекционной ценности, потому что сделана довольно просто, полукустарно, под ризы эта икона, но для любого христианина эта икона, наверное, будет цена, потому что она тоже была жертвой гонений, которая была на церковь в советские времена. Видите, эту доску использовали для строительных дел каких-то. Вот ее подкладывали в качестве подставки, когда человек сверлил. Какой-то человек вот использовал как подставку, когда сверлил. Я не стал специально ее реставрировать, потому что, когда я смотрю на икону, я вспоминаю то, что было совершенно недавно. Это был первый экспонат, который отцу Анатолию передали знакомые. Большинство же приобретено им на барахолках. Есть в коллекции батюшки и популярное в начале 20 века в России изображение святого Яна Кронштадтского. Даже монеты в коллекции священника цены не редкостью, а древностью и причастностью к христианской вере. Попали в коллекцию отца Анатолия книги, но и это не простое любительское чтиво, а церковно-религиозной направленности или об истории России. Каждый экспонат в этой коллекции представляет не финансовую, а историческую ценность. Сейчас я держу в руках книгу, которой 200 лет. Это часослов времен Николая I. Сменились государства, выросли поколения людей, но до сих пор можно молиться по этому часослову. У отца Анатолия есть мечта открыть музей имени Ерофея Хабарова, где можно было бы разместить исторические экспонаты, связанные с расселением русских полений. Ведь в его коллекции, собранной во время экспедиции, есть много предметов старинной утвари сибиряков. И мы хотели сделать такой музей в виде дома.
сибирского дома, который сибиряки строили здесь на Лене, и расположить там экспонаты, всех экспонатов, которых у нас не было, мы бы восстановили заново, допустим, кровати, там еще там что-то, для того, чтобы можно было так погрузиться в быт сибиряков 18-19 веков. Это же очень интересно было бы. У нас вот в Ленске нет ни одного дома старинного, который бы сохранился, в котором можно было показать, что вот жители Среднего и Верхнего Приления жили вот таким образом. Большую часть жизни батюшки занимает краеведение, и это не только экспедиции. Отец Анатолий изучает историю жизни священников, исторически значимых личностей Ленского района, разыскивает родственников, свидетелей, фотографии, изучает места, где они жили и бывали. И как любой мужчина-северянин, отец Анатолий настоящий рыбак. У него есть и собственный водный транспорт, и, конечно, снасти. А еще в его арсенале немало интересных историй, связанных с рыбалкой, отдыхом на природе и путешествиями по реке. Мы ездим на подледную рыбалку. То есть, как вот только у нас рыба идет весной подо льдом, мы сразу едем ловить на удочку, сверим лунки, ловим первую рыбу, тут же ее солим, тут же ее едим. Летом на спиннинг рыбачим, как все там на закидушке рыбачим. Вот, то есть, как все рыбаки. Вот, и, как ни странно, в Ленском районе рыбы не очень много. У нас самая большая рыбалка, самая удачная, это была, наверное, на Нижней Лене. Там такое количество рыбы, что мы когда в экспедицию плавали, там были такие места, где 10 раз закидываешь, 9 рыб вытаскиваешь. Вот. То есть практически каждый заброс удачно получается. Да, была такая очень экстремальная у нас поездка, когда у нас медведь вышел огромный. У меня-то ни ружья с собой, ничего не было. Мы от него убегали. Причем мы забыли, что от медведя бесполезно убегать. Но такие были сразу вспышки так вот инстинктивного, такого страха. Вот. И мы убегали, даже забыв о том, что убегать от него бесполезно. Вот. Праздный путев бывало. И... Да, он за нами не бежал просто. Он был, по-видимому, сытый. А рыбалка — это же еще общение. И ты выбираешься, устанешь. Вот, представляете, там несколько лунок пробурить, сколько там сил надо потратить на это. Устанешь, поймаешь эту рыбу, вечером в зимовье там ее пожаришь или уху сваришь. Ну и с хорошим другом или друзьями сидишь за столом, естественно. Расскажешь байки эти охотничьи. Картину же помните? Охотники на привале, да. Вот один в один то же самое. Когда гармония раскрывается в душе, человек же в древности, когда его Господь создал, он же жил в большой гармонии с природой. То есть не было этой вражды в мире, в том числе в животном мире. И мир на самом деле прекрасен, это часть красоты, которой Господь человека окружил. И я думаю, что в душе очень много хорошего просыпается, когда человек с природой умеет созерцать природу. Знаете, вообще наблюдение за природой, созерцание природы, это как раз вот такое, знаете, вот такое занятие, которое человек часто к Богу приводит даже. Вот. Одно из первых приобретений в Ленске у отца Анатолия – это лодка. В какие приключения только не попадал батюшка на своем судне. За эти годы пробег лодки уже 15-20 тысяч километров. За сезон он, бывает, проходит по 2000 километров. У меня в Якутске лодки не было. Была только резиновая, небольшая. И поэтому такую большую езду по Лене я освоил уже в Ленске. У меня с ней смешная история была. Мы с супругой поехали по Лене за ягодой. Туда вверх по реке. И попали в небольшой шторм. А у меня опыта особого не было тогда еще на лодке плавать. И нас начало очень сильно бить о волны. Жена испугалась. А в лодке, знаете, такое ощущение, что сейчас все развалится. Она же бьется сильно, так шумит очень сильно во время удара волны, лодка металлическая. И жена бедная схватила за поручень и говорит: Толя, говорит, мы, говорит, не утонем, говорит. А я говорю, я не знаю, говорит, я, говорит, второй раз на ней только выехал. Вот жена очень сильно перепугалась. И вот мы в эту поездку ушли ягоду собирать в лес. И я тоже по неопытности лодку плохо привязал. И мы когда пособирали ягоду, вышли на берег, смотрим, лодки нету. Я еще подумал, что мы не туда вышли. А лодки нету, и все. И я тогда бегать по берегу, вообще не знал, что делать. В это время ребята ехали на лодке, они посадили меня к себе. Ну, я поехали в Ленск, думаю, возьму кого-то, поеду там вещи забирать, даже жену надо забирать. Вот, и по дороге мою лодку нашли, она отвязалась, вдоль Лену тащила, потом прибила к берегу. Вот, я такой довольный на этой лодке, возвращался обратно, жена меня встречала как победителя. На лодочной станции в Якутске мы вечером упаковывались, там укладывали вещи, там продукты, все распределяли, что надо все правильно распределить, груз долго ехать, 1050 километров.
1100 примерно километров до Якутска. И вот на научную станцию подъехали такие очень обеспеченные ребята на 200-м джипе и какой-то там большой катер, там красивую яхту там то ли не загружали, то ли скидывали, я не помню. И вот один из них, такой дяденька, очень такой солидный, видно так вообще по повадкам какой-то такой значительный, к нам подходит и, ну, ему скучно было, надо было поговорить с кем-то, кого-то он там ждал. И ради интереса нас спрашивает: что, ребята, далеко собрались? Ну, мы такие деревенские парни, там, значит, в этих камуфляжах, там, в тапочках, там все упаковываем так. Он говорит: ребята, далеко собрались? Мы говорим: в Ленск поедем. У него лицо вытянулось. Как, говорит, в Ленск? На ней, вот на этой лодке в Ленск. Мы говорим: да, в Ленск. Он так еще больше удивился. А он говорит: зачем, говорит, в Ленск? Говорит: я говорю: так мы оттуда приехали, обратно едем. У него чуть лицо больше вытянулось. Он говорит: вы оттуда приехали на ней? Он говорит: да, на ней приехали. И он такой: Вася, иди сюда, посмотри, какие мужики интересные. Так-то Вася прибежал, они: давай с нами сфотографироваться. Говорит: а сколько, говорит, километров до Ленска? Мы говорим: 1100 примерно, 1050. Они: в одну сторону? Я говорю: да, в одну сторону. Она говорит: ну вообще, ребята, сумасшедшие. Говорит: на такой лодке, да, говорит, так плавать долго. Как оказалось, за чернорясой батюшки вполне реальный человек, живущий по христианским законам, но имеющий мирские увлечения, занимающийся важными для истории делами, вносящий свой вклад в социум, воспитание подрастающего поколения. Вот такой необычный батюшка служит в Ленском храме. Жизнь отца Анатолия – это образец для подражания любому человеку. Я очень рад, что я в советские времена вырос, потому что все-таки нам там давали такую очень хорошую нравственную основу, такую путевку в жизнь. Несмотря на то, что было атеистическое государство, оно было, ну, довольно нравственным. Это государство, эта власть была довольно нравственной. Ну, по крайней мере, вот эти идеалы, которые исповедовали, они были очень близки к христианским. Я думаю, что, скорее всего, они и выросли просто из христианской среды. А для меня какой-то рубеж был 50 лет, в прошлом году как раз 50-летнее праздновали юбилей. Для меня какой-то такой рубеж был. Я начал оглядываться назад и удивляться, как это все быстро пролетело. Как вот неожиданно быстро. Все же, понимаете, жизнь все пишешь, как черновик. Еще успеешь переписать, успеешь что-то дописать, успеешь какие-то поправки внести, потом раз и все. И даже там не то, что там чисто на чистовик, ты черновик-то не успел еще дописать. Не то, что там на чистовик переписать. Вот я стал понимать, насколько важно вообще с самой юности правильно жить. Потому что потом все это не вернешь. Все это уходит раз навсегда. Это там никакого переселения души и повторной жизни тебе Господь уже не даст. Вот. И очень важно, на самом деле, с самой юности вот, по правильной дороге идти. Вот. Очень-очень важно.